Здравствуйте. На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112», в студии Эльвира Фазлиева. И сегодня мы расскажем, как водитель «Жигулей» с признаками опьянения на улице Челюскина сбил девушку-пешехода и направил проезжающий мимо «Опель» в фонарный столб. Вот она прямо ехала вот отсюда по правой стороне, по левой получается. Покажем, как водитель одной «Тойоты» на Мамадышском тракте протаранил стоящие на светофоре иномарки. Вот час-полтора назад смотрел чуть. И как водитель другой на проспекте Универсиады влетел в КАМАЗ. А также лось напоролся на пику, пытаясь перепрыгнуть забор коттеджного поселка на проспекте Победы. У нас лось в поселке огромный бегает. Несколько часов дикое животное безуспешно пыталось пройти к лесу. Все это прямо сейчас. Два человека, 24-летняя девушка-пешеход и 43-летняя женщина-водитель «Опеля» пострадали в результате неаккуратного выезда на дорогу с прилегающей территории 25-летнего водителя «Жигулей» пятой модели. Сначала он сбил пешехода, затем врезался в бок иномарки, которую отбросила на мачту городского освещения. Меньше всех пострадал предполагаемый виновник. У мужчины небольшая травма руки, от госпитализации он отказался. Как установили автоинспекторы, он был сильно пьян и, по его же признанию, водительских прав никогда не получал. Ну да, неправильно выехала. 25-летний молодой человек во всем винил водителя «Опеля». Говорит, автоледи двигалась по улице Челюскина со стороны Максимова в сторону Беломорской, причем по встречной полосе. И в тот момент, когда «Жигули» выезжали на дорогу с прилегающей территории, автоледи резко перестроилась направо. Следом удар, и иномарка влетела в столб. Вот она прямо ехала вот отсюда по правой стороне, по левой получается. О том, что перед тем, как выехать на дорогу, пятерка сбила 24-летнюю девушку-пешехода, молодой человек не сказал ни слова. Ее с различными травмами госпитализировали прибывшие на место врачи скорой помощи, так же, как и автоледи. Женщина сразу после столкновения позвонила дочери и сообщила о случившемся. Девушка примчалась на место, когда ее мать уже увезли, и сильно волновалась за ее здоровье. Они созванивались, что она потом стояла? Молодой человек уверял, что за рулем «Жигулей» сидел его товарищ, который просто ушел с места, а оформляют его как хозяина автомобиля. Но очевидцы видели за рулем именно этого мужчину, и он не отрицал, что пил. Это подтвердил и алкотестер, который выявил больше 0,8 миллиграмма чистого спирта в литре выдыхаемого им воздуха. К слову, как рассказал сам молодой человек, водительских прав у него нет, он их просто не получал. За езду в состоянии опьянения без удостоверения административный кодекс предусматривает арест от 10 до 15 суток или штраф в 30 тысяч рублей, если по каким-либо причинам арестовать человека нельзя. Мужчину доставили в отдел полиции, решение будет принимать суд. Пострадавших в аварии водителя и пешехода после оказания помощи отпустили из больницы на амбулаторное лечение. Полученные ими травмы не требовали госпитализации. Алия Хайрудинова, Альбина Минаева. Вызов 112. 20-летняя пассажирка «Хонды Цивик» пострадала в результате столкновения 4 автомобилей на Мамадышском тракте. 3 из них – Мазда, Хёнда и Honda – стояли перед светофором. Был затор, к тому же горел запрещающий сигнал светофора. 37-летний водитель «Тойоты» влетел в них на полном ходу. Основной удар на себя приняла «Хонда», которая, в свою очередь, влетела в «Хёнда», которая врезалась в кроссовер. Предполагаемый виновник аварии рассказал, что машин впереди просто не видел, смотрел в телефон. Вот час-полтора назад Смотрел чуть. А на проспекте Универсиады на ровной и хорошо освещенной дороге 51-летний водитель «Тойоты Хайлендер» на полной скорости врезался в КАМАЗ дорожных служб. Грузовик двигался по крайней левой полосе со скоростью 7 км в час. С какой скоростью ехала иномарка, водитель сказать не смог. Сообщил лишь, что автомобиль впереди просто не заметил. Удар был очень сильный. После столкновения внедорожник задымился, и на место пришлось вызывать пожарных. Отключить аккумулятор без специального оборудования было непросто. Передняя часть автомобиля была сильно деформирована. От тяжелых травм водителя «Тойоты» спасли сработавшие подушки безопасности. Но телесные повреждения, хоть и не сильные, мужчина получил. Его госпитализировали прибывшие на место врачи скорой помощи. И чуть позже мужчину отпустили на амбулаторное лечение. Водитель КАМАЗа не пострадал. Он работал, ехал. Какой стоял? Подметал улицу. Подметал.
18-летний водитель каршеринга 14 декабря на проспекте Амирхана, сбивший двух братьев, выслушал приговор. Напомним, камеры наблюдения зафиксировали, как молодой человек, всего месяц назад получивший водительские права, на большой скорости на проспекте Амирхана проехал на красный свет, задел Hyundai Creta и сбил двух молодых людей, переходивших дорогу по всем правилам. Удар был очень сильный. Пострадавших госпитализировали в критическом состоянии. 18-летний молодой человек скончался через несколько часов. За жизнь его 21-летнего брата врачи боролись несколько дней, но спасти его не смогли. Они приехали в Казань из Башкирии на учебу. Свою вину молодой человек признал. Суд отправил его в колонию поселения на 5 лет. На 3 года запретил заниматься деятельностью, связанной с автомобилями. Кроме того, он должен выплатить родителям погибших по 3 миллиона рублей. Двух мужчин, ловивших рыбу сетями, задержали сотрудники Нижнекамского отдела управления экономической безопасности в Мамадышском районе. У одного из поселков рыбаки расставили сети и проверяли их прямо на глазах оперативников. Стражи порядка они не видели, но полицейские снимали на видеокамеру каждое их движение. Они сели в лодку и стали проверять снасти прямо на глазах оперативников отдела экономической безопасности. В Мамадышском районе одного из сел полицейские заметили, как двое мужчин идут к воде. Причем никаких удочек у них не было. Вскоре стало ясно, они им и не нужны. Кама разлилась, и место разлива они просто перекрыли сетями. Во время оперативно-розыскных мероприятий в рамках операции «Экология» сотрудниками отдела дислокации города Нижнекамск, Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Татарстан задержаны 2 местных жителя, которые осуществляли незаконную добычу, вылов водных биологических ресурсов на озерах, образовавшихся от разлива реки Кама в Мамадышском районе Республики Татарстан. У одного из поселков с использованием лодки и рыбацких сетей. Их задержали, как только мужчины с уловом причалили к берегу. У них изъяли 2 сети, деревянную лодку с веслами, а также рыбу в количестве 69 штук. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье «Незаконный вылов водных биологических ресурсов». Она предусматривает от штрафа в 1 миллион рублей до 5 лет лишения свободы. Рания Абдрахманова, вызов 112. Травмы, полученные годовалым лосем при попытке перепрыгнуть забор коттеджного поселка на проспекте Победы накануне вечером, окончательно лишили животное сил. За несколько часов до этого лося видели блуждающим по соседним улицам. Он боролся с преградами и заборами, пытаясь выйти обратно к лесу. К поселку он пришел со сломанной ногой. Местные жители были уверены, его сбил автомобиль, когда он переходил оживленную трассу. При попытке перепрыгнуть еще один забор на пути к привычной среде обитания уже на 3 ногах, лось упал прямо на пике. Местные жители сразу стали звонить во все экстренные службы в надежде, если не помочь ему, то хотя бы избавить от мучений. У нас лось в поселке огромный бегает. Этого лося на протяжении нескольких часов видели на ближайших улицах. Он пытался преодолеть заборы, но старания были тщетны. В попытке перебраться через препятствия недалеко от деревни Универсиады сломал переднюю ногу. И уже на 3 пришел к поселку на проспекте Победы. Лес находится прямо за ним. Там его и увидели местные жители. Мы идем с другом, он мне кричит: «О, лось бежит». Я говорю: «Ну ты что, дурак, какой лось?» Оборачиваюсь, а за нами лось бежит. Вот я говорю, вот у него передняя нога правая, и у него кость сломана там кровь, да. Направляясь в сторону леса, животное на 3 ногах пыталось перепрыгнуть забор, но сил преодолеть такую высоту у него не хватило, и лось рухнул прямо на пике. Ну, у него брюхо, скорее всего, вспорото, потому что в нем пика от забора была. Люди тут же стали звонить во все экстренные службы. Лося хотели спасти, но никто не знал характер полученных им травм. Вот он около нашего дома, и вот около нашего соседский забор, вот он снес с пиками в груди, вот он выскочил, там у нас все в крови, весь асфальт. Мы просто хотя бы звонили, просили усыпить, потому что он мучается. Бегать так, как раньше, сил у животного уже не было, и лось пытался спрятаться от посторонних взглядов в деревьях. Прибывшие на место специалисты Государственного комитета по биоресурсам определили: лосю примерно год. К этому возрасту родители выпроваживают их во взрослую самостоятельную жизнь, так как надо воспитывать более молодое потомство. Этот лось просто заблудился. И несмотря на полученные травмы, он представляет серьезную опасность. На просьбы волонтеров спасти его отвечали, что надо сначала осмотреть раны. А для этого лося надо обездвижить и связать. Сделать это в городе, где много людей, тем более рядом с оживленной магистралью, непросто. Автоинспекторам пришлось перекрывать движение. За людей опасно. То есть он же может кого-то нечаянно... Самое главное, чтобы его
усыпили и связали. Это первое. А потом будем уже определяться, куда его везти и что с ним делать. После того, как лося обездвижили, ветеринары его осмотрели. Их прогноз был неутешительный. Даже с меньшими травмами животных выходить не удавалось. Вероника Гайнудинова, Альбина Минаева. Вызов 112. Это все, о чем успели вам рассказать в студии. Была Эльвира Фазлиева. До встречи. И не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.